Добрый день, меня зовут Мидярова Жансая. Давайте сегодня поговорим о тактильных ориентирах. Как вы, наверное, знаете, есть разные группы ориентиров. Тактильные, обонятельные, осязательные, слуховые. Вот сегодня мы поговорим о тактильных ориентирах. То есть, когда мы ходим, мы можем ощупывать ногами поверхность, по которой идем. Если мы в помещении, то мы можем понимать, линолеум это под ногами, может быть паркет, плитка или какая-либо другая поверхность, может быть ковер. Если мы на улице, то асфальт, камушки, насыпь какая-то, либо песок, либо трава. То есть какая поверхность под ногами у нас. Для этого, чтобы научиться понимать, особенно для детей, обучение необходимо начинать в кабинете с помощью специальных приспособлений, а потом уже можно продолжить на улице. Сейчас я вам покажу детскую тактильную дорожку. На дорожке выложены разные круги, и в кругах наполнение разное. То есть где-то бусинки, где-то твердые камушки, где-то шарики. Чтобы ребенок, когда идет по дорожке, он мог понимать, на что он наступил. Начинаем идти по дорожке. Поролон, трубочки, шарики круглые, камушки, мягкая, просто пустая, трава. И здесь у нас бусинки маленькие. Когда ребенок научится определять ножками, на что он наступил, на какую поверхность, тогда уже на тактильной дорожке. После этого можно будет занятия проводить на улице. Сейчас вам покажу другую тактильную дорожку. Она предназначена и для взрослых, и для детей. Поскольку дорожка и для взрослых, и для детей, она более уже серьезная, из натуральных волокон состоит, есть как ковровая поверхность, где камни, зеркальная поверхность. Начинаем. Резиновая первая поверхность, дальше деревянная гладкая поверхность, ламинат, паркет может быть, или просто деревянные полы, если мы по помещению ходим. Камни, трава искусственная, пластмассовая, здесь ковровая поверхность, но ворс такой небольшой. Следующая тоже ковровая поверхность, но более ворс пушистый. И следующая зеркальная поверхность, такая, если босиком ходить, то даже холодненькая. Обучение вот на таких тактильных дорожках проводится для того, чтобы и дети, и взрослые могли научиться распознавать тактильные ориентиры, которые мы можем ощущать ногами. Для чего это необходимо? Для того, чтобы ориентироваться на улице, потому что зачастую тактильные ориентиры помогают
в ориентировке в пространстве. Всего хорошего вам, до новых встреч!